Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, приступим. Совет профсоюза работников дошкольного образования – работа профактивистов среди воспитателей детских садов. Постоянная рубрика «Профответ» ответит на все ваши вопросы. Летопись профсоюза – архив добрых дел. Вестник профсоюза образования часто рассказывает вам о работе учителей в школах. Было бы несправедливо не поведать о воспитателях и других сотрудниках дошкольного образования. Мы решили восполнить этот пробел и отправились в детский сад под номером 4. Заходите и рассаживайтесь. Профессия воспитатель детского сада – одна из благородных и нужных профессий для людей во всем мире. Почему, спросите? Ведь мы доверяем им самое дорогое – свое будущее, своих детей. Кто мне скажет, какое время года? Лето. Лето. Какие признаки у лета? Погода солнечная, да, сегодня? А еще? Жаркая, правильно. Молодцы. А что у нас на поляне выросло в лето, появилось? Разноцветные цветочки и бабочки. Тебе сначала полянку рисуем. Каким должен быть воспитатель? Какова его функция в современном мире? Требования, предъявляемые к воспитателю, очень высокие. Он должен быть мудрым, всезнающим наставником и артистом одновременно. Чтобы организовать утренник, вывести на прогулку или уложить спать в тихий час, необходимо умение управлять детским коллективом, иметь крепкую нервную систему и внимательность. Воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути. Нельзя забывать и главного в работе воспитателя детского сада. Это его ответственность за каждого малыша. Именно он следит за тем, чтобы в жизни ребенка не было разбитых коленок и носов, и чтобы каждое пребывание в саду доставляло ему нескрываемое удовольствие и желание идти на работу с большим нетерпением. Ну а что же самое главное, спросили мы. А главное в этой профессии – любить детей. Любить просто так, ни за что, любить их как собственных, без компромиссов и условий. Так ответила нам воспитатель детского сада номер 4 города Грозный Элиза Ибрагимова. Она работает с детьми вот уже 9 лет, и 7 из них Элиза возглавляет первичную организацию детского сада. На эту должность меня выбрали уже второй раз, с 22 апреля переизбрали этого года. Мало опыта имела, но с первых дней пыталась, старалась, спрашивала. Ответственность, конечно, большая. И для меня это тоже переживала. Думала, что что-то не получится. А вдруг возникнет какой-то спорный вопрос, и я не смогу как-то его решить. К счастью, никаких спорных моментов не возникало. Единственное, с чем обратилась в профсоюз Элиза, это запрос о поощрении сотрудников садика на юбилей. Коллектив у нас небольшой, всего 34 человека, состоит из 34. Из них педагогов у нас 10. За эти годы не было никаких спорных вопросов, все было очень хорошо. У нас тесные отношения с руководителями, с нашим руководством, с нашей бухгалтерией. Пока не возникло никаких спорных вопросов. Где? Здесь ответ. Айшатя, сядь, Рука, сядь хорошо. Я вот за тобой на прогулке наблюдала, что такое, почему такое настроение? Какое у тебя настроение? Покажи мне, какое у тебя настроение? Хорошее у тебя настроение. А вот что мы делаем, чтобы позвать хорошее настроение? Мы улыбаемся. Улыбнись мне, пожалуйста. Улыбнись, красиво, улыбнись. Вот теперь хорошее настроение. Давай сделаем так, чтобы у тебя настроение поднялось. Давай поднимем настроение. Подними ладошки. И сложи над головой. Что же вышло? Вышло. Вот это что? Крыша. А под крышей мы с тобой. Молодец. Положил опять ладошки на коленки. Малика работает в саду всего лишь пару лет, но в системе образования она вовсе не новичок. Работала в школе учителем русского языка и литературы. Познакомилась она с Элизой впервые, когда пришла с внуками в детский сад. И вот та обстановка, которая царила в этом детском саду, мне понравилось чисто человеческое отношение. Вот ее улыбка доброжелательная. Я зашла, первый человек, который меня встретил, была она. И, конечно, вы знаете, когда вы приходите в первый раз в какое-то помещение, вы чувствуете неловкость, думаете, как же вас встретят. И вот сразу вот это мое волнение,
А мое волнение даже за то, что будет происходить с моими детьми в этом детском саду, оно моментально исчезло. Мне просто понравился этот человек. А потом так получилось, что я сама пришла сюда работать психологом. Коллеги больше всего ценят в Элизе ее творческий подход к работе. Если нужна помощь, она всегда рядом и как председатель первички, и как коллега и друг. Несмотря на то, что я старше, у меня и педагогический стаж, педагогический больше, чем у Элизы, очень много моментов, когда я обращаюсь к ней за помощью. И когда она мне оказывает действительно действенную помощь. И это часто бывает. У нас очень маленький, сплоченный, дружный коллектив. Мы, значит, стараемся всегда друг другу во всем помогать. И Элиза, какие бы вопросы не возникали у нас в коллективе, не было такого, чтобы этот человек не решил эту проблему. Я опять обращаюсь, она же молода, и, казалось бы, должно было списать все это на ее неопытность, но это нигде не прослеживается, потому что человек, у нее очень умелые руки, она очень хорошо с детьми ладит, вот эти все поделки, которые вы можете увидеть в нашем саду оформлении, это дело ее рук. Все это у нее очень хорошо получается. И, конечно, вот эти качества руководителя, профсоюзного лидера, она с ними справляется, и качества у нее очень положительные. Элиза у нас работает, можно сказать, почти с первых дней начала функционирования детского сада после известных нам событий. Мы открылись в декабре 2004 года, и вот следом через несколько месяцев Элиза поступила на работу в этот сад. Педагогического образования при поступлении не было, но, к моему удивлению, несмотря на это, сразу же по приходу в старшую подготовительную группу сумела организовать детский коллектив, наладить с ними работу, показала себя, даже не владея психологией дошкольного воспитания детей дошкольного возраста, она сумела организовать эту группу. Родители были как бы без ума от нее. С первых же дней дети стали дома родителям рассказывать о воспитательнице, с удовольствием приходили в детский сад. По вечерам даже не хотели в первое время домой уходить. Естественно, мы в ней увидели сразу творческого работника, хотя она, как я уже отметила, не являлась педагогом. В тот же год Элиза поступила на дошкольное отделение Грозненского педагогического колледжа. По окончанию его начала учебу в педагогическом институте. Коллеги с первых же дней заметили в Элизе такие качества, как ответственность, исполнительность, и спустя 2 года ее выбрали на должность председателя первичной организации детского сада. Выбрали не просто так, не случайно, а заметив, обратив внимание на то, как она старается, работает. Выбрали и не пожалели, потому что вот с тех пор, уже 7 лет, она у нас бессменный работник в этом плане профсоюзной работы. Справляется и с педагогической работой, и с профсоюзной, и пользуется не только уважением нашим в коллективе и среди родителей, но, как я поняла по отзывам и профсоюзной организации, неоднократно она поощрялась с их стороны, естественно, и с нашей стороны, и со стороны департамента. Мы ее представляли на поощрение департамент дошкольных учреждений города Грозного. Так что это для нас неоценимый творческий работник. Вы знаете, очень давно в профсоюзной организации, 33 года. По роду моей деятельности были поощрения моей деятельности трудовой. И даже буквально недавно у меня была юбилейная дата, и было материальное поощрение со стороны профсоюзной организации и грамота. Мне было очень приятно. То есть Элиза постаралась? Элиза, это все Элиза, конечно. Коллеги ни разу не пожалели о том, что отдали за нее голоса. Элиза показала себя как настоящий профсоюзный активист. Но все же Элиза в первую очередь воспитатель, и работа эта ей нравится. На своих занятиях она старается использовать различные педагогические технологии, разнообразные дидактические материалы, приемы и методы. И, конечно же, самое любимое детьми – это знакомство с волшебным миром сказок.
На своих занятиях она старается использовать различные педагогические технологии, разнообразные дидактические материалы, приемы и методы. И, конечно же, самое любимое детьми – это знакомство с волшебным миром сказок. У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. Никого я не боюсь. Услыхали сороки, как заяц хвастается, и рассказали обо всем тетке Вороне. Видите, взяла за ушко. Видите вы ворону зайчика? Всем видно? Вот так повезло детскому саду номер 4. А далее в программе постоянная рубрика «Профответ». Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного дела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Возможно, услышите ответ на вопрос, который вы еще не успели задать. Кто считается молодым специалистом в системе образования Чеченской Республики и какие льготы для него предусмотрены? Молодой специалист – это работник, окончивший образовательное учреждение начального, среднего или высшего профессионального образования по очной форме и поступивший впервые на работу по полученной специальности. Молодым специалистом он будет считаться в течение 3 лет с момента поступления на работу. В соответствии с постановлением правительства Чеченской Республики номер 126 от 23 августа 2011 года, молодым специалистам, реализующим программу общего образования, предусмотрена доплата в размере 30% от ставки. Какова продолжительность отпуска педагогического работника? Статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что педагогическим работникам образовательных учреждений предоставляется ежегодный оплачиваемый удлиненный отпуск. Продолжительность его устанавливается постановлением правительства Российской Федерации номер 724. Так, например, учителя общеобразовательных школ имеют право на отпуск продолжительностью 56 календарных дня, а воспитатели детских садов продолжительностью 42 календарных дня. У меня действующая высшая квалификационная категория. Я хочу перейти на работу в другую школу в другом населенном пункте. Нужно ли мне проходить вновь аттестацию в связи с переходом на работу в другое образовательное учреждение? Нет, вам вновь проходить ее не нужно. Категории сохраняются при переходе на другую работу, в том числе при переходе в другой регион Российской Федерации в течение срока ее действия. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Как вы уже, наверное, заметили, летопись профсоюзных дел – это наша постоянная рубрика. Это своего рода архив добрых дел, как говорят в профсоюзе образования. Тяжелое для всей республики время весь архив профсоюза пропал. Теперь к нему относятся с особым трепетом. Собирают в альбом с красивым переплетом. Летопись получилась красочной и познавательной. После известных событий в архиве нашей республики почти не сохранилось материалы о профсоюзной деятельности. И вот наш председатель профсоюза, у него такая была идея, он загорелся, чтобы вот именно и в фотоматериале, и в документальном материале сохранить такой своего рода архив о нашей деятельности. Мы и нашу документацию сдаем в наш архив, но и вот такую летопись с фотографиями, иллюстрированная, чтобы вот запечатлеть те события, основные моменты. Вот такая идея пришла для архива, для того, чтобы с этим можно было уже через определенный промежуток времени опять пролистать, посмотреть, вспомнить и увидеть это все. В 2010 году после очередной отчетно-выборной конференции было принято решение, что основные дела профсоюза будут собраны в одну книгу. Для этого мы специально завели вот такую книгу, она так и называется «Летопись профсоюзных дел». Здесь мы с января 2010 года размещаем как в письменном, так и в фотоматериале те события, те мероприятия, которые мы проводим на республиканском уровне. На самом сайте профсоюза ressовет.ру можно полистать летопись профсоюзных дел. Здесь собраны все добрые дела. Летопись профсоюзных дел, 2013 год, февраль. Подведены итоги работы правления Фонда социальной поддержки учителей. За прошедший год численность членов ФСБУ выросла на 1500 и составила 5117 человек. Займы получили 876 человек на сумму около 24 миллионов рублей.
Март. Прошел Республиканский форум профсоюзного актива, посвященный итогам работы Рессовета. В его работе приняли участие гости из соседних республик Ингушетии и Северной Осетии. Апрель. Изучен порядок выплаты заработной платы, компенсаций за коммунальные услуги, книгоиздательскую литературу, оплаты больничных листков работников образования Курчелоевского района. Июнь. На заседании исполкома Координационного совета профсоюза вспомогательного и обслуживающего персонала обсудили вопросы повышения заработной платы этой категории работников школы и детских садов. Состоялась итоговая учебно-методическая конференция с присутствием делегаций от региональных профорганизаций Северокавказского федерального округа. Ставропольский край, Ингушетия, Северная Осетия, Алания и Дагестан. Гости из этих регионов приняли участие в работе конференции на тему повышения роли кружков, формирования профсоюзного мировоззрения, чувства солидарности и веры в возможности профсоюза. Сентябрь. Организован обучающий семинар для работников профсоюза с участием лекторов Московской академии труда и социальных отношений. Группа чеченских профактивистов приняла участие во всероссийском семинаре повышения квалификации руководителей профорганизаций в Краснодарском крае. Декабрь. На заседании Координационного совета работников дошкольного образования обсудили ситуацию в отрасли, и совет обратился в президиум с предложением об учреждении 20 грантов для работников дошкольного образования. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного. Но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressovet.ru. До новых встреч. Адикелш.